Долгожданное событие года. В Сибае открылся детский игровой парк. Осенняя хандра или всплеск энтузиазма? Как встретили осень сибайцы, узнавали наши корреспонденты. Играли как могли, но проиграли. В городе прошел традиционный турнир по хоккею на Кубок Антонова. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. Накануне наш город с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы России Зариф Байгускаров. Помимо встречи с партийным активом «Единой России», он осмотрел объекты, которые реализуются в Сибае в рамках партийного проекта формирования современной городской среды. Подробности в материале Евдокии Титаренко. Одним из первых городских объектов, который посетил депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров, стал сквер «Юность». Совсем недавно состоялось его торжественное открытие. Спортивная площадка с нуля была возведена за пару месяцев. Народному избраннику продемонстрировали все преимущества тренажерных снарядов, в частности, антивандальную систему замкнутой регулировки веса и камеры видеонаблюдения. Также на всех тренажерах имеются так называемые QR-коды, которые позволяют получить информацию о том, как правильно выполнять упражнения и на какие группы мышц. Помимо данного уличного спортивного комплекса, в скором времени в сквере «Юность» появится еще несколько дополнительных объектов. Люди ходят. Очень даже много. И молодежи особенно. Вот в вечернее время очень даже много. Бабушки ходят. Бабушки ходят? Да, пробуют. А так и пожилые, все мы здесь уже соревнования. Да, вот, там. А здесь еще вот телефон можно считать и тоже вот комплекс упражнений и так далее. Все это у нас прописывается. Далее делегация проследовала к дворовым территориям, которые в этом году попали под действие программы «Комфортная городская среда». Так, на внутриквартальных территориях по улицам Чайковского, Строителей, Ветеранов и Индустриальному шоссе за 2 месяца реализации программы была проделана немалая работа. К примеру, была расширена проезжая часть, заменен асфальт, бордюры, сделаны парковки. Стоит отметить, что помимо ответственных подрядчиков, активное участие в облагораживании дворовой территории приняли неравнодушные жители данных кварталов. Ну, разумеется, конечно, намного лучше стало. Если бы всегда так хорошо относились, да, жизнь веселее стала. Людям, то бы вообще. Вы инициируете, что вы участие принимали. Все принимаем. Но вот сейчас цветы посадили, чтобы берегли его тут. Деревья еще посадим. Никто на этих днях не останавливается. После обсуждения насущных вопросов, поступивших от горожан и группового фото, депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров отправился на осмотр парка культуры и отдыха. Излюбленное место досуга горожан в этом году значительно преобразилось. Еще не вся работа выполнена, однако уже на этой стадии ремонта можно видеть значительные улучшения городского парка. Зеленый газон, обновленные цвета аттракционов. Несмотря на хмурую погоду, здесь не по-осеннему ярко. Помимо всего прочего, следует отметить, что каждый из развлекательных объектов ежегодно проходит сертификацию на безопасность. В этом году парку 35 лет, и вот именно хотел что-то новое. В центре города находится, очень много детей с родителями. Я помню, в Вильнюсе народу очень много было. Да, постоянно. Там жара была. Ни одно поколение здесь детей выросло, потому что это наш единственный такой парк. Где Действующий, рабочий, хороший парк, потому что здесь условия не только для маленьких детей, для взрослых. А зимой чем занимаетесь? Мы зимой занимаемся, здесь лыжная база, арендой лыж занимаемся, на лыжах закупили. Лыжная база здесь. И вот в этом году горки поставили, хотим каток сделать, то есть чтобы также более активизировать. А на тюбинге невозможно, здесь нет склона у вас? У нас здесь склона нету, мы может быть, сзади сделаем. Заключительным этапом пребывания депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в нашем городе стало торжественное открытие детской игровой площадки на территории Дома молодежи «Мир». Наверное, самое долгожданное и радостное событие года для сибайцев всех возрастов. После перерезания ленточки ожидающие ребятишки ринулись опробовать новую современную детскую площадку. Около 2000 квадратных метров занимает площадь, около 56 игровых элементов, включая качели. Но самый главный элемент — это, конечно, Кремлевская стена, которая имеет несколько уровней. Это горки, различные сетки, чтобы можно было залезть, пролезть, прокатиться, различные элементы игровые. Вообще, по идее, здесь 8 игровых зон. 8 зон — это вот песочная зона с игровыми элементами, там дальше с песочницей, зона для детей младшего возраста, с качелями, с различными, вот тоже вот пирамиды,
Кремль стоит, вот он тоже игровой элемент для детей. После осмотра детской площадки Зариф Закирович подвел итоги своего рабочего визита и поделился с нашей съемочной группой своими впечатлениями от увиденного. Всего 24 миллиона рублей по городской среде выделены городу Сибаю. Это деньги федеральные, софинансированы из бюджета Республики Башкортостан около 15%. То есть вот такой подарок сибайцам, чтобы улучшить их жизнь, чтобы дворы были в хорошем состоянии. Еще, конечно, предстоит работа. Эта программа будет работать и в будущем году. Я думаю, что город Сибай, то есть она будет претендовать на средства выделения и на будущем году, потому что работы, в принципе, проводятся, и они уже в скором времени, то есть во всех улицах будет закончено. Всего 5 улиц мы сегодня осмотрели. Кроме этого, мы сегодня вот открыли парк детский. Это оказывал помощь городу Сибаю фонд Водяновой, Натальи Водяновой. Поэтому сейчас самое главное, чтобы, конечно, беречь, чтобы его ничего не ломали. Кстати, вот здесь установили видеопроекторы, они будут следить, чтобы каких-то происшествий не было здесь. Ну и, конечно, чтобы дети будут с удовольствием ходить, здесь играть. Даже здесь, вот я такой, честно говоря, впервые вижу, есть даже пеленальный столик, сделанный прямо под навесом, чтобы могли мамаши прийти, если необходимо, что детей там пеленать. Затем народный избранник пообщался с ребятишками и сфотографировался на память с юными жителями нашего города. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим темам. Внедрение дополнительных сервисов в сферу применения контрольно-кассовой техники призвано существенно упростить рабочий процесс для юридических лиц и частных предпринимателей. Теперь выполнение большинства операций доступно онлайн в личном кабинете налогоплательщика, а отдельные процедуры в результате расширения функционала впредь будут выполняться в автоматизированном режиме. Подробнее обо всех нововведениях в интервью в нашей программе. Уважаемые налогоплательщики, сервисы личный кабинет юридического лица и личный кабинет индивидуального предпринимателя расширяют свой функционал в части ведения кабинета контрольно-кассовой техники. Уже сегодня компании индивидуальные предприниматели могут подать заявление о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники через свои личные кабинеты на сайте налоговой службы Российской Федерации. В дальнейшем предлагается совершенствование электронного информационного обмена между налоговыми органами и предпринимателями, пользователями личных кабинетов. В части кредитной организации смогут онлайн направлять налоговым органам перечень автоматических устройств для расчетов. Изготовители фискальных накопителей смогут оперативно через сайт личный кабинет предупреждать пользователей ККТ о неисправности фискального накопителя. Кроме того, бизнес получит возможность сообщать о нарушении законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Осенняя хандра, всплеск энтузиазма перед началом нового рабочего сезона или созерцательное умиротворение на фоне увядающей яркими красками природы. Реакция на окончание лета и начало первых холодов разнится в силу индивидуальных качеств и предпочтений каждого человека. Так, погода, установившаяся в нашем регионе в последние несколько дней, заставила горожан сменить легкий летний гардероб на осенние плащи и куртки. Наш корреспондент Ринат Музафаров вышел на улицы Сибая, чтобы узнать, как смену климата перенесли наши горожане. Скажите, пожалуйста, в чем выражается ваше осеннее состояние души? И заметили вы уже какие-то перемены в себе? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я сибайский сам, но я приехал просто в гости. Но, тем не менее, вопрос-то вечный. Ну, это да. Ну, вроде лето, осень наступила, что теплые денечки прошли, где-то пасмурно, где-то, но все равно хорошо на улице. Изменение погоды даже влияет, давление меняется. А осень, зима, это уже как для меня как болезни идут. У меня Чернобыль на нас действует. Нам плохо. Да. Мы первокурсники. Какое настроение преобладает? Ну, пока летнее, непонятно, очень резко наступили холода. Осеннего вообще не ощущаю. Еще ничего не заметила, если честно. Единственное, вот дети в школу пошли, уже, знаешь, да, осень пришла. Во-первых, это, конечно, подготовка детей к школе. Мы, вот, например, учителя, и вот этот настрой к новой работе.
встреча с коллегами, с детьми. Но вот эта осень у меня ощущение такое. Ну, естественно, конечно, дома огороды, сады, соленья, варенье. Все эти заготовки, подготовка к зиме. Все говорит, что огород кончается, и чтобы охота мне поработать. А так все, ничего я не чувствую. Откуда это? Уже старый, наверное, стал, поэтому. Утром просыпаться трудно, ну, как летом привык, до 12 дня спать. Вот, утром просыпаться только трудно и все. Остальное все нормально. Пока перемен настроения как-то в самочувствии не заметила, но меня солнце, конечно, всегда радует. Хочется что-то делать, хочется жить, хочется любить, когда настроение и погода этому способствуют. Рада, что будет еще бабье лето, я думаю. На это очень сильно рассчитываю. Ну, а в принципе, что нам это осень и зима всегда несут? Это и зимние праздники новогодние, это сбор урожая. В принципе, много хороших перспектив открывается, и даже осенью и зимой. Не знаю, кроме депрессии у нас ничего не замечается. Только из дома приехали, учеба и все такое. Чуть-чуть не высыпаюсь, но прихожу с хорошим настроением в школу. Все, стало ответственной, школа началась. Никакой грусти, только за учебу. У меня каких-то перемен особых нету. Типа, для меня все еще продолжается лето. Я даже не могу понять то, что я до сих пор, начал учиться. То, что вот началась учеба, я до сих пор не могу прийти в себя от лета. Ну вот, то есть это какие-то все в первую очередь сложности адаптации к учебному процессу? Да, как-то все равно не можешь поверить, то, что все это началось. Как-то режим восстанавливать это все. Тяжело очень. И новости спорта. В Ледовом дворце «Ирандык» состоялись традиционные предсезонные хоккейные матчи на Кубок Антонова. На ледовой площадке встретились спортсмены Сибая и Магнитогорска. Данил Либаев расскажет подробнее. Николай Антонов – основатель хоккея в Башкирском Зауралье. Он всю жизнь проработал слесарем на ремонтно-механическом заводе, но хоккей был неотъемлемой частью его жизни. В 60-х годах Николай Васильевич начал обучать ребят хоккею. Сначала в общеобразовательных школах, затем с нуля создал хоккейную городскую команду «Горняк». Тренировки Николай Антонов проводил бесплатно и даже бывало сам оказывал финансовую помощь воспитанникам. Его давно не стало. Но в память о великом тренере в Сибае ежегодно проводится турнир на Кубок Антонова. На этот раз конкуренцию нашим хоккеистам составили ребята из Магнитогорска. Это команда «Кредо», «Белые акулы» и «Стальные топоры». Сплоченные годами команды показывали красочную игру. Хитрые перехваты шайбы, острые атаки, много опасных моментов и разнообразие стратегий на все случаи жизни. Предугадать итоги матчей было практически невозможно. Однако участникам турнира удалось реализовать ряд атак, которые заканчивались забитой шайбой в ворота соперников. Матчи за Кубок Антонова шли в течение 2 дней. В финальной игре за бронзовые медали встретились команды Сибайского «Горняка» и Магнитогорских «Стальных топоров». Равные силы спортсменов отразились и на результате матча. В конце последнего периода на табеле был счет 4-4. Обладатели 3-го места определили по буллитам. Им стали «Стальные топоры». Ну а в битве за золото состязались команда «Белые акулы» и «Кредо», где вторые одержали победу с отрывом в 3 шайбы. Итог матча 4-1 в пользу «Кредо», которые 2-й год подряд становятся чемпионами Кубка Антонова. Данил Алибаев, Радмир Исангулов, Гульгина Раскильнина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. На этом все. Хороших вам новостей и увидимся.